Свершилось! После октябрьского поручения президента выделить деньги на лекарства регионам многие вздохнули с облегчением. Однако прошел месяц, а общественность в режиме ожидания. И вот, наконец, сначала сформировался медицинский набор. В нем 12 препаратов, среди которых противовирусные, антибиотики, антикоагулянты. А теперь он уже направился по адресам. Врач, выйдя на дом, прописывает ту или иную схему лечения. Через какое-то время пациенту силами волонтерского движения лекарственные препараты доставляются в специальном пакетике. Мы будем просить, естественно, пациентов и их родственников никуда не ходить. Наша задача доставить до непосредственно квартиры пациента. Медик, ориентируясь на наличие лекарств, выписывает их пациенту. Эти сведения он передает в поликлинику. Информация поступает в Таттехмедфарм, а организация уже готовит комплект необходимых препаратов. Важная деталь, в которой дьявол, ориентируясь на наличие, то есть отсутствие тех или иных препаратов вполне возможно и даже допустимо. На данный момент уже из 12 препаратов 2 дефицитных. Это антибиотик левофлоксацин и антикоагулянт апиксабан. Причина дефицита – общий дефицит, так объясняет Минздраве. То есть опять и снова причина в отсутствии объяснимой причины. Не решен вопрос с поступлением в республику препарата грипферон и левофлоксацин, но уже достигнуты договоренности. Поставщики, производители этих препаратов уже заверили нас в том, что в самое ближайшее время эти препараты в республику поступят. Но еще раз говорю, мы приняли решение отпуска препаратов, не дожидаясь поступления всех абсолютно препаратов. Назначила мне лечение, написала там небольшой список лекарств. Это антибиотик, азитромицин, противовирусный орбидол. Ну, по стоимости это примерно вышло на 2500. Каких-то бесплатных лекарств речи даже не было вообще, она мне ничего об этом не сказала. То есть я пошла, как обычно, купила за свой счет лекарства и начала лечиться. Мне пока непонятно, будут ли возмещать мне стоимость лекарств. А вот тут картина прозрачна, никаких компенсаций не предвидится. Отсчет начинается с момента запуска проекта в действие, то есть с середины этой недели. Все, кто уже купил, уже мимо. Но есть и хорошие новости. Для рецепта не обязательно иметь подтвержденный положительный результат теста, не требуется и подтверждение КТ. Я предлагаю таким образом сделать. Все-таки это вот мы с вами начинаем разбирать такие сугубо врачебные назначения. Это дело врача, который поставит диагноз, но могу сказать только следующее, что ограничений только ПЦР-диагностикой или исследованием ЭКТ для получения препарата в рамках этой программы нет. Полагаются ли вам бесплатные лекарства или нет, будет решать врач. По каким критериям, тоже не совсем ясно. Обещают, что назначать набор будут абсолютно всем больным с признаками ОРВИ. Температура, кашель, насморк. Но если есть кашель и насморк, но нет температуры, тогда что? И надолго ли растянется программа, учитывая сезон простудных заболеваний? Тем временем в Минздраве почему-то уверенно подчеркнули, что необходимости в самостоятельной покупке дефицитных препаратов не возникнет, ведь теперь они даются бесплатно. А если все-таки возникнет? Напомним, что 3 недели назад мы уже проверяли аптеки города на наличие медицинских препаратов. Тогда нехватка лекарств в аптеках была связана с рядом факторов, в том числе со сбоем в системе маркировки. С тех пор немного изменилось, процедуру маркировки упростили, поэтому продолжим наш эксперимент, посмотрим, сохраняется ли ажиотаж и что изменилось за это время. У вас орбидола тоже нет? Нету? А этого? Альтевир, что ли? Арбидол, это все то же самое или нет? Дексаметазон? Нет. А есть какие-то аналоги вообще у них? Не бывает? Ничего нет. Мы ловим препараты такие на складах. Поймаем – будет, не поймаем – не будет. Потому что они появляются очень ограниченно, все эти препараты. Что орбидолы, что все остальное. Люди приезжают с других городов даже за препаратами. Ни ликвиса, ни кликсана, ни ксарелта, ничего этого. Орбидол сказали по стационарам, его разобрали. Даже если острая необходимость возникнет, препаратов в аптеке нет. Впрочем, тот самый неуловимый орбидол мы все же нашли в 2 аптеках из 7. За иммуномодулятором Альтевир и гормональным дексаметазоном придется погоняться. Не найдены ни в одной аптеке.
Алахолд 100 рублей стал стоить. Это вообще проходит рядом аптека. Я не могу там ничего купить, потому что очень дорого все. С Божьей помощью нам лекарства нашлись просто у человека, который сам пролечился, у нее осталось. Вот. И вот так вот, да. Ну да, мы столкнулись. А что за препарат? Цефтриаксон, антибиотик, пневмонию, да. Система маркировки уже 2 недели работает в уведомительном режиме, но лекарств как не было, так и нет. Оказалось, маркировка – проблема, но далеко не главное. Дело в спросе, который накрыл аптечные сети как лавина с начала октября. Есть и ажиотажный спрос. То есть, когда пациенты берут для себя, берут для родственников. И в связи с этим, конечно, аптекам, наверное, сложно обеспечить вот такую постоянную доступность. Ну вот на сегодняшний день, мне дали сводку сегодняшнюю, значит, у нас с вами в дефиците гидроксихлорокин, метилпреднизолон, левофлоксацин и антикоагулянты, да, апексабан и интерферон альфа-2. Вот, ну, фактически, скажем, общий пул препаратов, которые используются при ковид, ну, где-то 18-20 препаратов. Из них вот 3-4 мы сейчас не имеем. Но периодически этот дефицит ликвидируется, препараты появляются, но сказать, что проблема решена, не можем. За 1-2 недели раскупают столько медицинских препаратов, сколько прежде хватало на весь осенне-зимний сезон. В Росздравнадзоре, впрочем, нас успокаивают, мол, не все сразу, проблема решается, и предлагают обратить внимание на аналоги. Диклофенак, вот часто встречающийся, 240 разновидностей есть диклофенака. То есть у нас с вами есть по препаратам наименование МНН, так называемое, то есть это формула химическая, но у нее есть торговые наименования. Вот у одного химического названия формул этих торговых наименований могут быть десятки, поэтому вполне возможна замена. Какую-то часть препаратов получить бесплатно все же не удастся. Поддерживающие медикаменты вроде процетамола или витаминов придется купить за собственный счет. Ну а пока ведомство рекомендует аптекам не продавать большие партии в одни руки. Может быть, когда в аптеках появятся лекарства за деньги, бесплатные и вовсе не понадобятся. Диляра Юсупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.